Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод, и с вами я, Юрий Гемельфар. 21 мая текущего года в столице Северной Осетии, город Владикавказ, прошла встреча осетин и ингушей. Встреча прошла мирно и спокойно, чего нельзя сказать о событиях в самой Ингушетии, где продолжается череда репрессий. И вот я попросил Магомеда, уважаемого человека, объяснить, кто же на самом деле стравливает народы Северного Кавказа. И я напоминаю, что из-за опасения за судьбу родственников Магомед хочет сохранить анонимность. Здравствуйте, Магомед. Добрый день, Юра. Приветствую вас, зрители. Добрый день всем. Магомед, вначале расскажите, что это была за встреча 21 мая? Это была встреча во Владикавказе, там есть мечеть. Прямо вот река Терек, левый берег Терека, там стоит мечеть. В эту мечеть даже где-то выставляли, вы знакомы с этой мечетью. Там было разговение, сейчас месяц уразы, мусульмане держат Рамадан. И вот вечером там вот собрались на разговение. Дело в том, что вот это не первое мероприятие, оно уже несколько лет проходит и очень часто встречаются. И ингуши, осетины, и люди другой национальности встречаются на разных мероприятиях. Вот это к тому, что когда сегодня хотят поставить вопрос, что особенно осетинское руководство ставит такой вопрос, что совместное проживание осетин и ингушей невозможно. Приведу такой пример. Село сегодня, как они называют его, Чермен, село, которое граничит сегодня с Ингушетией, где стоит Черменский пост. И вот это пригородный район, естественно, это бывшее ингушское село. Вот в этом селе руководство Северной Осетии, школьные, вот дети, да, вот, вроде казалось бы, дети даже вот те годы и даже не жили они вот эти школы превратили в национальную политику. Они сделали для ингушей отдельную школу, для осетин отдельную. В одном селе, где можно было вместе учиться, вместе вести все это дело, они разделили вот эти школы на две части. В Северной Осетии есть книга, я вам потом скину ее. Книга специальная, и вот этой книги преподают детям, где написано открыто, что со стороны Ингушетии, враги, там агрессия, какая там, в общем, войска оттуда напали на нас в 92 году. В общем, настолько эту тему раскрутили детям, что дети на самом деле сидят, думают, оттуда такая агрессия на нас пошла, танки там, БТРы. Есть специальная книга. В общем, в Осетии специально в этом направлении работают, чтобы создать вот это противостояние. Но, вопреки всему, сегодня простой народ осетины, простой народ ингуши стараются ладить, находить общий язык. И вот эти фотографии, которые я вам скинул, это доказательство тому, что народам, простым людям это все не нужно. У меня есть поименно даже, я могу... случай, что даже в 92 году осетины в своих домах укрывали ингушей, прятали их, а потом через какие-то огороды, через поля отправляли Ингушетию, спасали своих соседей, спасали своих друзей, осетины спасали ингушей. Есть такие случаи, но есть и предательство, но очень много случаев, что осетины спасали ингушей. Теперь, вот к чему я это все сейчас веду разговор, я просто вот сидел, перебирал тему, и вот я вспомнил, Юра, что такое для ингушей, вот этот случай, что такое для ингушей гость, гостеприимство. Это для любого кавказца, уважаемого себя человека, гость это святое. И не на словах, а ради гостя люди шли на жертвы. Вот такой вот маленький пример. 1910 год. Царское правительство. В это время был такой обряд. Обряд это народный мститель, который люди их прикрывают, помогают им скрываться от власти. Но они не ради своей личной благи, вот эти люди вышли,
они были народные мстители, потому что царское правительство занималось беспределом, и они мстили. И был такой чеченский абрек Зелимхан. И он, когда в Чечне очень тяжело ему стало, опасно находиться в Чечне, он перебрался в Ингушетию. Он взял с собой свою семью, отца, имя, Гуш Мазуко, брата взял, Султамурат, 3 детей и жену. Они перебрались в горную Ингушетию, село называется Кок, так и называется Кок. И рядом вот находится Нил, 2 села, в котором жили люди. И вот царское правительство, они узнают, что он находится там. И вот конкретно даже есть граф Иларион Иванович Воронцов Дашков писал петиции царю, что нам нужно завершать вот эти обреческие движения, нужно как можно быстрее завершить, чтобы на Кавказе, если они будут находиться, здесь невозможно будет чем-то заниматься. И вот петиция была на 65 листов, вот эта петиция есть, и она, вот этот документ, человек, который эту книгу составил, он документально подтверждает, что есть полностью подтверждение вот этому документу. Далее, вот этот представитель Дашков, он окружил вот эти села, он сказал: я знаю, что этот человек находится у вас, нам сдайте его. И я вам обещаю, на 50 лет, представляете, он говорит, на 50 лет освобождает от налогов, вот написано, от налогов полностью, в общем, полностью вот эти налоги, как их тогда называют, я, говорит, вас освобождаю на 50 лет. Он сказал, представитель сказал, вы подумайте, я вам даю 1 месяц время. Месяц. Старик, который вел переговоры, сказал, нам не нужно месяц ждать, нам даже недели не нужно. Мы готовы сейчас вам ответить. И что вы скажете? Мы вам скажем, что кто бы к нам ни пришел, он для нас гость, а гость от Бога. Поэтому в данный момент его уже не было, они помогли ему уйти, дали в сопровождении 12 бойцов, и он ушел через, есть там ущелье, от которого можно было уйти. И вот они ему сказали, мы не можем его сдать, даже если бы он у нас был бы, мы его вам не сдали бы. Представляете? Старик категорически, даже если бы он был бы у нас его нету, если бы даже был бы, мы его вам не сдали бы. И вот за этот такой ответ, вы знаете, что произошло? Царское правительство выслало, по некоторым данным 326 человек, по другим данным 320. Но я допускаю, что там были люди не больные, пожилые, поэтому их, скорее всего, расстреляли. Но 320 человек, вот этих людей, полностью 2 села было уничтожено, и вот этих людей выслали в Сибирь. Вот это такая история есть, в 1910 году произошла. И чтобы вот этого человека не сдать и даже сказать просто так вот, они сказали, даже если бы он был бы у нас, мы его вам не сдали бы. 320 человек выслали, 4 года они были в высылке, там как бы умерло, осталось еще, мне кажется, половина, то, что я не могу сейчас сказать, после 3-4 лет им дали реабилитацию, они вернулись. Вот такая вот история произошла. Вот что такое для ингушей гость. Вот сегодня стоит вопрос по горам. Другой. Есть вопрос, который даже если придут ингуш сдать гостя, это преступление. И, Юра, заметьте, это не тот гость, который совершил какое-то мерзкое преступление. Таких сами ингуши, они их сел выгоняли, таких людей, которые какое-то мерзкое преступление совершили. Гость, который на самом деле знает, какое преступление за ним стоит, что это чисто, как мы сегодня говорим, политическое преследование. Понимаете? Вот этих людей, люди умирали. Стыдно было перед народом, если вот этого гостя сдадут, стыдно было. Семья готова была умереть. И в Ингушетии вот эти последние случаи были. Человек прятался, человек в гости пришел, гость не сдает его и с ним же умирает.
БТРы обстреливают дом, и гость не выходит из дома. И они умирают вместе. Вот эти даже у нас в Ингушетии вот эти случаи были. Вот я хотел бы вот этот момент подчеркнуть. И вот позавчера был еще случай. 76 лет. Хаштыров, Мухарбик. К нему пришли. Пишет его отец. Вчера к моему отцу, 76-летнему Хаштырову, Мухарбику, приезжала целая делегация ЦПшников. Хотели тихо, мирно поговорить с ним. Поблагодарить за его убеждение. Он как бы в кавычках говорит. И патриотизм. В общем, они пришли как-то морально надавить на него. Вручить ему грамоту за подписью Юнусбека с личной благодарностью. Приезжали на 3 машинах молодые, бравые ингуши, чтобы забрать 76-летнего старика. Но это не странно. Они теперь знают, что наши старики могут, если захотят, совершить насилие против правительства, как бы он говорит там. Представьте, что старику приезжают на 3 машинах. Власть испугалась, что 76-летний старик может совершить какое-то насилие власти, причинить им увечья. Это вот сын его пишет. Бедные представители власти не дают им работать, даже наши деды, избивая при малейшей возможности злой. Мы народ. А глава наш бедный, пушистый. Вот он так и пишет. Я не знаю, если честно, то тут по этому поводу писать. Я их, конечно, проводил, но меня удивляет, знаете что? Какими родителями воспитаны эти сотрудники, которые без стыда и совести приезжают в дом к старику он пишет на ингушском, заранее зная, куда они едут и сколько лет, в кавычках, преступнику. Вот этот сын удивляется, куда вы едете, ингушам задает этот вопрос вот этим сотрудникам. Вот такая вот ситуация, Юра, вот последние вот эти моменты. И вот для нас это гость. И разницы нету, кто он, чеченец, он русский, еврей, осетин. То же самое, я к чему же начал вот эту тему, осетины пригласили ингушей, ингуши пришли на территорию Северной Осетии. Но это для них свято. Если с этого ингуша хоть волосок упадет, это для них позор. Это официальное приглашение. Вот эти вопросы и осетины ждут, и другие национальности ждут вот эти все моменты. Но власть не хочет, чтобы народы дружили. Достаточно даже пример, то, что в этом селе, бывшем ингушском селе, сегодня называется Чеммен, не дают в одной школе учиться ингушам и осетинам. Разные школы создали для них. Это уже говорит об этом. Магомед, спасибо вам огромнейшее за интереснейшую беседу, за ценнейшую информацию, за потрясающий рассказ. Итак, друзья, вы слышали, что на самом деле простые люди совершенно не намерены враждовать. Простые люди хотят дружить. А о том, кто стравливает народы, вы тоже слышали. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Миашвод. До встречи!